В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амши Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске о самом важном из первых уст. Президент Абхазии встретился с жителями села Пакуащ. Апсора по учебнику проблему изучения в школах этического кодекса абхазов обсудили в Кабмине. Артефакт из 1907-го. Государственный музей Абхазии приобрел ценный экспонат. Сегодня президент Рауль Хаджимба в сопровождении вице-спикера парламента Даура Аршба и главы администрации Чимчирского района Хрипса Джапуа посетил село Пакуащ, чтобы встретиться с жителями. Перед началом встречи состоялось возложение цветов к памятнику погибшим в Отечественной войне народа Абхазии. Визит президента в Пакуащ – ответ на приглашение жителей обсудить наиболее актуальные проблемы сельчан. На встрече, которая проходила в Пакуашском доме культуры, были подняты вопросы, касающиеся состояния дорог в селе, необходимости берегоукрепительных работ в связи с периодическим разливом реки Алыцга. Жители задавали президенту вопросы о том, когда будет отремонтирован дом культуры и как отразится на крестьянах повышение пошлины на вывоз ореха. Президент Рауль Хаджимба поблагодарил сельчан за встречу и за приглашение на откровенный разговор. Рауль Хаджимба заверил жителей в том, что предпринимаемые руководством страны меры направлены на улучшение жизненного уровня населения и что для этого прежде всего необходимо задействовать собственные имеющиеся резервы по увеличению бюджета страны. В дар школе села Пакуащ были выделены компьютеры и инвентарь для спортзала. Рауль Хаджимба поздравил Владимира Путина с днем рождения. В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: «Под вашим руководством Россия возродилась в качестве великой державы, играющей ведущую роль в защите мира и безопасности, основополагающих принципов международного права. Российская государственность была выведена на качественно новый уровень, позволяющий надежно обеспечивать национальные интересы. Трудно переоценить ваш личный вклад в защиту прав и социально-экономическое развитие Республики Абхазия. Наш народ искренне благодарен за ваше постоянное внимательное отношение и помощь в разрешении проблем, стоящих перед нашей страной». Проблемы сохранения традиций и культуры абхазского народа обсуждались сегодня в кабинете министров Абхазии. В обсуждении приняли участие первый вице-премьер страны Шамиль Адзанба, министр образования и науки Адгур Какоба, председатель Совета старейшин Константин Озган и представители научного сообщества страны. Открывая рабочее заседание, Шамиль Адзанба отметил необходимость создания учебника Апсора и подчеркнул, что над этой задачей нужно работать уже сегодня. О том, что такой учебник крайне необходим, высказался и министр образования и науки Адгур Какоба. Для разработки учебного пособия он предложил создать рабочую группу, в состав которой войдут представители АБИГИ и Академии наук Абхазии. Председатель Совета старейшин Константин Озган высказал мнение о том, что Апсора должно быть в основе идеологии абхазского государства. 3 года тому назад Совет старейшин Абхазии рассматривал вопрос о роли Апсора в деле строительства нашего государства. Что такое Апсора и какое значение имеет для строительства нашего государства, наш народ в основном хорошо знает. Но конкретизировать в условиях современного глобального мира применение требований Апсора для строительства нашего государства, для воспитания подрастающего поколения, это очень важно. Я хочу сказать о том, что мы хорошо понимаем, что государство должно строиться согласно требованиям Конституции и законов. А Апсора, на наш взгляд, будет содействовать, чтобы граждане Абхазии выполняли бы требования Конституции и законы. Не из-за страха перед законом о наказании, а чтобы это было духовной потребностью граждан Абхазии. Вот исходя из этого мы поставили вопрос перед парламентом и правительством, чтобы создали, разработали и издали или учебник, или учебное пособие.
Может ли Абхазия принять Кубок мира КАНИФА-2016? Прибывшая в республику в эти дни делегация, в числе которой представители Конфедерации независимых футбольных ассоциаций и Международной федерации футбола, уже побывали на нескольких футбольных полях. Важно оценить потенциал страны и по итогам принять решение о проведении следующего международного чемпионата. О перспективах абхазского футбола и о сотрудничестве с КАНИФА речь шла и в стенах Кабинета министров. С подробностями прошедшей встречи Асида Малия. Абхазское общество, а именно любители футбола, активно обсуждают вопрос спортивного будущего страны. Многих интересует, станет ли Абхазия в следующем году центром международных футбольных матчей. Ведь совсем недавно в Федерацию футбола Абхазии пришло официальное письмо от КАНИФА. Руководство этой организации приняло решение о рассмотрении Абхазии как потенциального места проведения следующей игры. Как оказалось, намерения у представителей КАНИФА серьезные. Делегация, прибывшая в Абхазию вчера, уже успела побывать на нескольких стадионах и оценить их возможности в плане соответствия общепринятым стандартам. О том, что футбол и другие спортивные направления в нашей стране в почете с давних времен, гостям рассказал первый вице-премьер Шамиль Адзенба. Вместе с тем он отметил, динамично развивающийся футбол в Абхазии не может выйти на международный уровень из-за известной позиции стран Запада по отношению к нашей стране. И это серьезно мешает нам выходить на самый высокий уровень. Но мы народ упорный, упрямый, идем к своей цели. Я думаю, что это тоже время не за горами. Абхазский футбол долгое время был составной частью советского футбола. Вклад наших абхазских воспитанников очень большой. КАНИФА, Конфедерация независимых футбольных ассоциаций, образована сравнительно недавно, в 2013 году. Она объединяет футбольные команды непризнанных государств, официально не входящих в состав ФИФА. Кстати говоря, абхазская сборная приняла участие в Кубке мира КАНИФА-2014, тем самым заявив не только о себе, как о команде, но и республике, о которой практически ничего не известно населению Северной Европы. Представители КАНИФА рассказали и об успешно прошедшем Кубке в Швейцарии. За ходом игр следили по всему миру миллионы людей. Была привлечена многочисленная пресса. Ведь одна из важных целей Кубков КАНИФА – рассказать о спортивных достижениях футбольных команд непризнанных стран. Мы очень рады тому, что чемпионат пройдет в Абхазии. Во время того, когда мы принимали решение относительно места проведения нового чемпионата, были еще конкуренты со стороны, вот, в частности, заявка была от Женевы, была заявка со стороны города из Германии, конкурс был. Но учитывая то, что 2 года назад у нас была возможность познакомиться с представителями Абхазии, вот Дмитрий, Алексей, у нас были потрясающие контакты, и благодаря ему узнали, насколько прекрасен народ Абхазии, насколько здесь интересно и красиво. Процесс выбора прошел гораздо легче, и теперь нам действительно очень приятно осознавать, что такое грандиозное событие, если брать отдельно его от того, что проводит ФИФА, пройдет в Абхазии. Позже к беседе присоединился премьер-министр Артур Миквабе. Он выразил благодарность делегации КАНИФА за намерение провести следующий международный чемпионат в Абхазии. Отметил, что правительство Абхазии намерено поддержать это решение. Правительство поддерживает усилия, направленные на развитие футбола, понимая важность для молодежи и вообще для жизни нашей страны. Делегатам, представителям КАНИФА, ФИФА и службы спорта Приднестровской Молдавской Республики предстоит посещение ряда футбольных полей и проведение соответствующих переговоров. Сам Кубок мира пройдет в 2016 году. Станет ли Абхазия местом его проведения, будет известно позже. Асида Малия, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Делегация Международной ассоциации абхазо-абазинского народа посетила Абазинский муниципальный район Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает информагентство РИА КЧР. Члены МААН встретились с главой администрации Абазинского муниципального района Мухаджиром Нировым. На встрече в формате живого общения обсуждались вопросы и проблемы сохранения и развития языка и культуры абхазо-абазинского этноса. В своем выступлении генеральный секретарь МААН Геннадий Аламия поднял вопрос сотрудничества Чемчирского района и Абазинского муниципального района КЧР в разных сферах деятельности. В Абхазию с деловым визитом прибыли руководители ряда предприятий Ставропольского края. В конференц-зале Дома Москвы состоялась презентация коммерческих возможностей ставропольских предприятий. Приезд российской делегации организовала торгово-промышленная палата Ставропольского края при поддержке ТПП Абхазии. Подробности расскажет Амра Амичба. Презентация предприятий Ставропольского края, а также установление и расширение взаимовыгодного сотрудничества двух стран в сфере бизнеса – такова цель проводимой встречи. По словам представителей российской делегации, у Ставропольского края и Абхазии в этом отношении большие перспективы. В настоящее время отношения Абхазии и Ставропольского края показывают рост.
Вот, ну пусть небольшой, но рост, согласно и таможенной статистике. И есть тенденция к тому, что будет действительно большое будущее наших экономических отношений и так далее. Сегодняшняя встреча – это начало, наверное, какого-то большого пути. Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии Геннадий Гагуля отметил, что предложения ставропольских предпринимателей могут заинтересовать руководителей предприятий республики. Так, после презентации организованной ТПВ Абхазии, госкомпания «Черноморэнерго» 5 лет сотрудничает с предприятием «Энергиапром». Эта российская компания много лет успешно занимается производством электрощитового оборудования, которое широко используется в системах энергоснабжения промышленных предприятий, на объектах жилищно-коммунального и городского хозяйства, в строительстве и энергетике. Период, который прошел с момента знакомства с этой компанией «Черноморэнерго», и они, конечно, выросли очень сильно. Мы по территории Республики Абхазия поставили уже не один десяток трансформаторных подстанций. Ну вот, кстати, один из сухумских трансформаторных объектов, который мы поставили, который стоит на территории города Сухум. Руководители компании, занимающиеся производством электрической аппаратуры, электрощитового оборудования, производством и торговлей фасованной соли и соды, реализацией безалкогольных и слабоалкогольных напитков, а также производством наградной и сувенирной продукции, в том числе с региональной символикой, рассказали о возможностях своих компаний и ассортименте продукции. Надо ценить также желание тех людей, которые хотят к нам приехать, и ценить, что они готовы с нами знакомиться, они готовы предлагать свою продукцию. Они достигли разных новых технологических высот. И они готовы поделиться с нами, со всеми. Участников презентации с абхазской стороны было немного. Посетовав на это обстоятельство, президент ТПП Абхазии высказал надежду, что в следующий раз местных предпринимателей будет больше. Ведь именно на таких встречах деловые люди могут почерпнуть полезную для развития своего бизнеса информацию. Амрамич Басаида Гухава, Абхазское телевидение. Председатель Госкомитета по молодежной политике Алия Савицба встретился в Москве с представителями Федерального агентства по делам молодежи при Минобразования и науки России. На встрече с руководителем агентства Сергеем Поспеловым обсуждался вопрос о проведении форума «Абхазия-2015», запланированного с 6 по 8 ноября. В форуме примут участие представители России, Южной Осетии, ЛНР, ДНР, Приднестровья и Республик Северного Кавказа. Алия Савицба также встретился с генеральным директором Международного молодежного центра Алексеем Любцевым для обсуждения наиболее актуальных вопросов в области молодежной политики. Мы рады такому сотрудничеству и уже сейчас смело можем приступить к планированию ряда совместных проектов, отметил глава комитета. В фонд Государственного краеведческого музея Абхазии поступил уникальный артефакт – кожаное мужское седло с серебряными украшениями, которое было изготовлено в 1907 году. Седло было приобретено у жителя села Ктол Леонида Чагава за 400 тысяч рублей. Оно находится в идеальном состоянии. Более того, мужское седло полностью укомплектовано. Это редкий экземпляр ручной работы, инкрустирован 200 серебряных украшений разного размера. Кроме того, Леонид Чагава передал в дар Абхазскому музею мужской кожаный ремень, которому более 100 лет. Игет яхамо кручена ака азаракагна кагзния азра ара загирла ебетани ио кодуру радзнила мацары ихёб ичапопа онакоз загё еще кулоп абрабхиш срабо абри яхсуп абылыш ача акошанио адзукто ахчо яхсупари абу мемзаг якахархон яму пама хакоюба абхати аштахти ариацаха ицот асампалку айзишто нага арха арма асампалку рихцупаба шитокха азерхон ихёб ижбот яради ижбот евепшим онакурла арзны онакурчиену абсабарат пасаха асахукану абри ашпархам ижбот онулы шейбето Ари яхцу абри зигеряхи ханию она умбон хаяхцу ашпу она яхцу пита ацухцад подхвостник ижбот шаайпшцо радзнула мацара ебето юшини рехаб зиге
Абриарпш загаква онокояму. Ахата ваханастахам еще было бзигирла и бзио бзигирла. Шежу псу хуцат вахаратушка языкала дзумус вахахопшуаха дари бзинихчей. Потом акцент дара, потом акцент нокозгаз, турух бзиз бозаджил. Как сообщает пресс-служба Сухумского городского собрания, в Тамбовский краеведческий музей переданы документы, касающиеся жизни и деятельности сухумского врача Софьи Асеевой. Уроженка села Орженка Тамбовской области, дочь купца и мецената, общественного деятеля Михаила Асеева, Софья, работала врачом Сухумской детской поликлиники с 1930 года. Среди переданных документов – письма, фотографии, завещания, ценные вещи, которые станут экспонатами музея-усадьбы Михаила Асеева. Привезенные из Абхазии экспонаты и документы высоко оценили директор музея Андрей Челикин и глава администрации Тамбовской области Алексей Никитин. В сборе материала принимали участие сотрудники Абхазского госмузея, журналист Юлия Соловьева и депутат городского собрания Ролан Гамки. Премьера спектакля «Медведь» по пьесе Антона Чехова состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба. Прологом к постановке стал авторский скетч режиссера Софы Агума «Актеры едут», посвященный первой плеяде абхазских актеров. Зрители окунулись в атмосферу золотых лет Абхазского театра. Они наблюдали, с каким восторгом встречали именитых артистов в республике и с каким волнением готовились к их приезду. Затем труппа Государственного молодежного театра представила зрителю премьеру спектакля «Медведь» на абхазском языке. Работа над сценарием длилась 2,5 месяца. Пьесу Антона Чехова на абхазский язык перевела сама Софа Агума. Главную роль в пьесе сыграл актер театра Аслан Анкваб. На массиве Гумиста состоялось открытие зала единоборств имени Тараса Барцец. Мастер спорта СССР по вольной борьбе Тарас Барцец героически погиб в Отечественной войне народа Абхазии в мартовском наступлении. На торжественном открытии присутствовали мэр Сухума Адгур Харазия, президент Федерации по вольной борьбе Раш Хутаба, депутаты Народного собрания, спортсмены, родственники и члены семьи Тараса Барцец. После официальной части перед собравшимися выступил детский танцевальный коллектив «Ашара». Воспитанники секции вольной борьбы зала единоборств продемонстрировали свое борцовское мастерство. Как сообщает пресс-служба Федерации футбола Абхазии, 8 и 9 октября состоятся ответные игры полуфинала Кубка Абхазии. 8 октября в Афоне местная команда принимает Сухумский Нарт. Матч начнется в 15 часов. А 9 октября Гулрипский Спартак встретится с Гудаутской Рицей в Сухуме на стадионе «Динамо». Начало игры в 18 часов. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 62 рубля 71 копейка, евро 70 рублей 47 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии будет облачная погода, ночью дождь с грозой, днем временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 13-15, днем плюс 21-23 градуса. Температура морской воды плюс 24 градуса. По Сухуму облачная погода с прояснениями, ливневый дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 14, днем плюс 22 градуса. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.